Сегодня будет рубрика, которую ты давно ждал. Интернет-дело такое, он вроде есть, а бывает и нет. А поиграть во что-нибудь интересное хочется. И всем привет, братюни-сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если любишь оффлайн игры, посмотрим сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, но перед началом ролика я бы хотел тебя попросить, чтобы ты подписался на мой телеграм-канал. Там ты найдешь самые свежие новости и все платные игры из роликов совершенно бесплатно. А еще чат, который тебе всегда поможет. Ссылочка будет в описании. Ну а мы с тобой начинаем ролик. Я уверен, каждый из нас играл в детскую игру «Пол – это лава». Когда ты прыгаешь, представляй себе, что под тобой раскаленная лава. Вам придется быть осторожным, потому что в любой момент сможет произойти неприятное. Ты просто наступишь на пол, а пол, как ты уже помнишь, это лава. Звучит просто, но поверьте мне, это сложнее, чем кажется. В этой игре вас ждет масса непредсказуемых штук. И это еще не все. Кроме огненной лавы, которая хочет съесть вас на завтрак, вы столкнетесь с другими опасностями. Поэтому нужно быть настороже, как будто вы в самом серьезном боевике. В целом, очень прикольно, поэтому советую поиграть. Игра в жанре новеллы, которая расскажет невероятную историю про парня по имени Семен. Такой обычный парень, ничем не выделяется, но однажды, будучи в автобусе, засыпает под зимнюю пургу, а просыпаясь, понимает, что едет в пионерский лагерь. Что за фигня, да? И это еще лето на дворе, а не зима. Так вот, в игре мы отправимся в замечательный лагерь под названием Совенок. Там нас ждет куча интересных персонажей, и только от наших действий будет зависеть, что будет с Семеном. А скачать ее можно будет у меня в телеграм-канале. А ссылочка будет, как всегда, в описании. Алайт, передай Тиме привет. Пожалуйста, я давно прошу. Без проблем. Тимоха, привет тебе. Это прикольный платформер, сочетающий в себе экшен и элементы рогалика, словно Super Mario и Dark Souls. Главный герой этого приключения оказался подопытным в провалившемся эксперименте, и теперь ему нужно выбраться из этого лабиринта, где полно врагов и куча ценных штук, типа оружия и крутых особенностей. Но тут есть одна вещь, как и во всех рогаликах, только одна жизнь. Как только потеряете ее, бац, начинайте все заново. В этом опасном мире нельзя расслабляться, даже на секунду. Враги здесь не шутят, но и мы не слабаки. Исследуйте каждый уровень, изучайте повадки врагов, чтобы выжить. Ах да, еще есть выбор пути, которым вы пойдете в игре. Можно быть тараном и разносить все на своем пути, а можно использовать тактику и подходить к делу с умом. Ну, вообще решать вам, какой стиль выбрать. Представьте себе шутер, где есть все, начиная от крутой одиночной кампании и заканчивая разными режимами. Вы можете улучшить своего главного героя по 3 разным направлениям. Хочешь быть быстрым морским пехотинцем или даже пострелять из гранатомета, то вперед. Помимо всего этого, есть одна интересная фишка. Если не двигаться несколько секунд, то вместе с вами замирает все вокруг, прямо как в Матрице, и вы сможете хорошо подумать, прежде чем принять то или иное решение. А вот если вы по неосторожности сделали хоть один шаг, то мир вновь вернется в прежнее русло, и тогда уже, возможно, вас прибьют первым. Главный герой этой части GTA – Тони Сиприани. Он вернулся в родной город, чтобы вновь вступить в мафиозные разборки. Но не все так просто. Чтобы вернуть авторитет своему герою, вам нужно будет мочить врагов, убегать от копов, участвовать в разборках и выполнять поручения боссов. Короче говоря, придется творить лютый беспредел. Но не волнуйтесь, Тони знает, как справиться со всем этим. Тем более вы ему в этом поможете. Игра, где вас ждут высокие скорости, и к тому же она вдохновлена была Forza Horizon. Тут куча автомобилей, море трасс. И конечно же в игре есть разные режимы испытания, чтобы каждый смог найти свое занятие. Графика просто огонь, и управлять автомобилем просто и удобно. Ничего сложного. Тут еще море апдейтов для твоих машинок. Но и саундтреки тут создают настроение и сопровождают во время эпичных погонь. К сожалению, оптимизация оставляет желать лучшего, но в целом прикольно. Почему сырники называют сырники, а не творожники? Я думаю, что сырники просто звучит более съедобно, чем творожник. А ты как думаешь? Напиши в комментариях, будет интересно почитать.
Та игрушка про молодую фермершу на другой планете. Да-да, там она ухаживает не за обычными коровами, а за слаймами, которых ей придется собирать и продавать. Вот представьте себе смесь Дикого Запада и будущего, где вам нужно строить свою ферму, сражаться со слаймами, а вооружение у вас только пылесос. Да, вы правильно слышали, пылесос. Вы будете ловить этих слаймов своим пылесосом и выпускать их в загон. Но это еще не все. Вам нужно будет их кормить, чтобы они выросли и стали ценными. И все бы ничего, если бы они все были милые и послушные. Но нет, некоторые из них могут быть по-настоящему злыми и прибить нашу главную героиню. Так что будьте осторожны. Короче, эта игра кажется простой, но на самом деле тут полно сюрпризов. Вам придется быть внимательным и справиться с самыми безумными слаймами. И да, скачать. И инструкция, как поиграть в нее на телефоне, будет у меня в телеграм-канале. Ссылочку ты найдешь все также в описании. Еще один рогалик. И действие происходит 1000 лет вперед, в космосе. Вот вы на корабле, плывущем среди звезд. Главный герой просыпается после 3-дневного сна. И у него в голове последние воспоминания про другой космический корабль и спасательную операцию. Короче, надо во всем разобраться. А для этого нужно вспомнить все, что там творилось. В процессе прохождения вам придется встретить множество врагов, которые еще совсем недавно были вашими друзьями и товарищами по экипажу, найти оборудование и просто спастись. Вот вам детская сказка о короле и его империи. Так, вы играете за короля. Вы сможете путешествовать и открывать новые земли, где полно всяких персонажей вроде торговцев и животных. Но вот беда. Есть и враги, которые хотят забрать у вас власть и богатство. Поэтому нужно быть начеку и не дать им шанса. А еще может быть ситуация с природой. Она может устроить стихийные бедствия и подпортить вам жизнь. Но сильно не волнуйтесь. Если хотите, чтобы ваше королевство было еще безопаснее, вы сможете использовать улучшения разных воинов и даже секретные предметы, которые можно найти на новых землях. А вообще в игре очень классная средневековая атмосфера. Эта игра рассказывает о полицейском Макс Пенни, чья жизнь в один момент превратилась в настоящий кошмар. Все случилось с того, что какие-то наркоманы напали на его семью, а чтобы добавить бедолаге проблем, его коллеги попытались обвинить его в убийстве, которого он не совершал. Теперь Максу надо прятаться ото всех. Конечно же, Макс не может оставить все безнаказанным и решает отомстить. И судьба подкидывает ему такой шанс. Так что Макс начинает свое собственное расследование. В игре вам предстоит пройти через настоящий ад. Но несмотря на такую мрачность и трагичность сюжета, на удивление в игре есть и смешные моменты. И чуть не забыл, самая главная фишка Макс Пейна. У вас будет уникальная возможность замедлять время. В целом добавить нечего. Это культовый Макс Пейн. Если вдруг ты не играл, то сейчас самое время. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Как обещают разработчики, в игре изменится абсолютно все. Но кроме фермерства, конечно. Игра должна выйти уже на следующей неделе, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!